Особенно хочу подчеркнуть то, что защита подсудимого Нарымбаева полностью согласна с выводами Первомайского районного суда о том, что его действия не содержат состава преступления, предъявленного следствием, как вымогательство взятки и злоупотребление должностным положением. В то же время мы категорически не согласны с выводами Первомайского районного суда, что действия подсудимого Нарымбаева следует квалифицировать по части 4 статьи 166, то есть как мошенничество. Я неоднократно говорил, что ни к вымогательству, ни к деньгам Тулиевых я не имею никакого отношения. В суде не было представлено ни одного прямого доказательства моей вины, кроме слов человека, взятого с поличным на месте преступления, и который, согласно закону, несет ответственность за дачу ложных показаний. Все косвенные доказательства были опровержены моей защитой на основе анализа объективных доказательств, добытых в ходе судебного расследования. Что касается показаний Каркмазова, то они не выдерживают никакой критической оценки, о чем мои адвокаты достаточно много и подробно рассказали. Я просто хотел еще раз дополнить, у меня не было смысла доводить заблуждение следствия. И то, что сейчас адвокаты Нарымбаева говорят, это ложь. Я был между ними посредником. И во всех этих дальнейших действиях. И Назгуль приходила ко мне. Я еще раз говорю, я готов дальше тоже говорить. Да, я совершил проступок. Да, я виноват. Мы люди, понимаете как? Мы можем друг к другу по-человечески отнестись и пойти. Но мы в этот момент не думаем то, что мы совершаем. Да, я переступил. Поэтому я нахожусь здесь. Я это осознаю. Каркмазов чистосердечно показал, как он пронес эти деньги, как они зашли в эту комнату, как прошла вся эта процедура и как были переданы деньги подсудимому Нарымбаеву. По телефонным переговорам необходимо отметить, что защита неоднократно использует этот прием. Вместе с тем я понимаю защиту. Они так же, как и государственные обвинения, связаны своими обязательствами. У нас есть обязательства перед законом, у них есть обязательства перед контрактантом и уголовно-процессуальные обязательства. Они обязаны исполнять свою работу.